Я лежала на скале, не двигаясь. Рядом кружила акула людоед. Я жила со зро до ночи, пока не потеряла силы и не уснула. Когда проснулась, увидела доску для серфинга. Это был мой единственный шанс выбраться. Я осторожно нырнула в море, но кровь снова пошла из раны. Акула почуяла запах и подплыла ближе. Я резко повернула назад. К счастью, она не догнала меня. На берегу я увидела мужчину. Я закричала, прося о помощи. Он медленно поднялся, оказался пьяницей. Я крикнула, чтобы он вызвал полицию. Сказала, что телефон в рюкзаке рядом. Он подошел, и я обрадовалась. Но он сунул телефон в карман и достал деньги из моего кошелька. Я закричала, чтобы он остановился. Но он не слушал. Взял рюкзак и пошел прочь. Потом заметил доску во воде. Испугался, что я спасусь, и полез в море за ней. Я кричала, что там акула. Он посчитал это шуткой, доплыл до доски. И тут акула атаковала. Он исчез, а море успокоилось. На рассвете крики чаек разбудили меня. Я увидела двух парней, снова пришедших серфить. Я махала руками и кричала, что там акула. Они не поверили. Один прыгнул в воду и поплыл ко мне. Я потянулась, чтобы помочь. Но его утянула акула. Вода мгновенно покраснела от крови. Я снова осталась одна. День и ночь на скале без воды и сил. Акула все еще плавала рядом. До прилива оставалось 3 часа. Если не выброс меня смоет. Я увидела камеру, оставленную парнем, и решила рискнуть. Посчитала, что у меня 32 секунды. Нажала таймер и прыгнула в воду. С трудом забралась на другую скалу. Камера была совсем близко. Я потянулась и снова упала в воду. Акула бросилась на меня. Я успела забраться обратно. Когда она отплыла, снова прыгнула. На этот раз схватила камеру. Обернулась акула, застряла в ущельине. Я успела вернуться на скалу, записала видео с просьбой о помощи и бросила камеру в море. Вода поднималась все выше, скала скоро уйдет под воду. Акула не уходила. Я увидела бой вдалеке и решила рискнуть жизнью.